Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Вызов вашего мужчины на откровенный разговор. Будем вызывать, призывать и общаться, понимать, что происходит между вами, какие у него к вам претензии, какие мысли, какие чувства и что собирается дальше с этим всем делать. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, о том, кто вам дорог, интересен. Представьте этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Пожалуйста, приди и со мною честно поговори. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же призовем вашего мужчину. Мужчина, всю правду покажи, расскажи, высшие силы услышат, увидите, садите, призовите. Пусть придет, пусть расскажет, пусть нам всю истину покажет. Что бы ни думал, что бы ни делал, что бы ни говорил, что бы ни чувствовал, пусть будет здесь. Угу. Ну что, мои дорогие, вот тут идет сразу такое ощущение, что вы либо поссорились, либо между вами какое-то охлаждение, то ли недоверие, что-то между вами происходит. Пришел мужчина обиженный. Обиженный. Мало того, что он обиженный, и вы тоже, девочки мои, обиженные. Два обиженных человека. Вы можете быть в паре, в браке, либо просто в отношениях. Присматриваться к друг другу. Но что бы между вами не происходило, есть обиды. На данный период времени, когда вы просмотрите этот песочек, да, посмотрите мое гадание, есть обида. Если у вас все шоколадно и прекрасно, это гадание не ваше, оно вам не подходит. Здесь именно обиды. Обиды, недосказанность, недоговоренность, какие-то острые моменты, шпильки, иголки, как хотите, так и называйте. Здесь проблемы. Между людьми есть проблемы. Два человека. Вы два, как будто бы, я не знаю, две противоположности, абсолютно разные. У вас все разное. Восприятие жизни, отношение к жизни, разговоры, слова, мысли. Вообще все. Я не знаю, как вы сошлись. Как вы сошлись? Вы совершенно разные люди. Да. Черное и белое. Знаете, инь и янь тут у меня какой-то вышел. Так. Ну, у вас произошла какая-то ссора, спор произошел. Причем, знаете, как-то на ровном месте. Здесь, вот смотрите, что мне говорит ваша душа. Да? Потому что я вижу, вот это ваша часть, это его часть. Два человека, и два человека со мной говорят. Души ваши говорят. Ваша душа говорит, что вот, все было как было, я там терпела, ждала, надеялась, там все для него делала, за ним там и ухаживала, и присматривала, там и любовница, и жена, и мама, и прислужка, да, все я для него была. Он там не ценил, не понимал, я все терпела, себе тихо в подушку плакала по ночам, а он там ни сном, ни духом. То друзья, то там родители, то приятели, то бывшие там семьи, да, вот все время там отвлекался, я все терпела. И вот накануне, да, он пришел ни с того ни с сего, на меня со скандалом, с упреком обрушился, я уж не стерпела, мы поругались, да. Он меня обидел, почему он со мной так поступил? Я устала, я так больше не хочу, хочу что-то решать конкретно. Это ваша претензия, да, у вас наболело, реально наболело, я вижу, у вас тут тяжело, и у вас глаз слезливый, понимаете, глаз у вас слезливый, и прям видите, вот бороздочка идет, это слеза ваша капает ваша слеза, и вы у меня такая, знаете,
как это сказать, подвешенном состоянии. Подвешенное у вас состояние, у вас прям груз обид, и у вас за плечами два человека стоят. Либо дети, либо ваши подруги могут быть, родственники, кто-то за вами стоит, два человека. Ну, о ком вы думаете постоянно, да? Ну, например, если это дети, понятно, да, что вы думаете, что я там ради детей должна там ждать, терпеть. Ну, либо там родственники пожилые, которым тоже нужна помощь. То есть, либо действительно вас кто-то может поддерживать, вот подруги могут поддерживать, говорить, что ну хватит, да, хватит себя так истязать в этом браке, в этих отношениях. Вы знаете, вы готовы его прощать, вы готовы все заново начинать, опять готовы идти в эти отношения, но вам хочется, чтобы вас любили. Вот вы от человека недополучаете, вот вы реально недополучаете каких-то эмоций, вот прям как, я не знаю, голод, любовный голод вы испытываете, эмоциональный голод, духовное нищенство какое-то, понимаете, вы чувствуете себя как попрошайка, что вы должны выпрашивать его внимание. Ну и вопрос, да, с чего? С чего это так должно происходить? У него к вам совершенно другая претензия. Вот он мне говорит другое. Он мне говорит так, что я мужчина, меня не ценят как мужчину, меня постоянно с кем-то сравнивают, мне постоянно кого-то в пример приводят, постоянно какое-то сомнение в моих мужских качествах, что ты там руки с одного места, ничего не можешь, денег заработать не можешь. Вон посмотри, там у Маши, Кати, Лены, там мужья там их на Мальдивы возят, там куда-то еще там возят, что-то покупают, делают, а ты там неудачник, бездельник и прочее, прочее. То есть меня постоянно критикуют, в меня не верят, а я же человек, я мужчина, я хочу, чтобы меня уважали. Тут мужчина хочет уважения, вот так вот он хочет. И, конечно, говорит, когда мне там наговорят таких слов, какая любовь, какое уже настроение совершенно нету. И вот он, знаете, что еще говорит? Он говорит, я мужчина хоть куда, за мной любая пойдет. Любая, вот так он говорит, что типа меня там мучать. Он не плачет, у него другая проблема. Смотрите, когда он вас обижает, вы плачете, потому что эмоции через край. Когда вы его обижаете, у него бубенцы аж звенят, потому что он бьет вас больно, а вы бьете его жестко. Понимаете, вы ему больнее делаете, чем он вам. И он уже просто вот как вскипел, да, говорит, чего поругались. А он говорит, я пришел, а она ко мне с претензией, как обычно, а я устал, у меня проблемы случились, а она вот со своими опять претензиями, я уж не выдержал и сказал все как есть. Он вообще не считает, что он вам что-то грубо сказал. Он думает, что все было как надо, да, как обычно. Он вас типа на место поставил. Какой-то такой, да, мужчина заигрался. Знаете, я так скажу, что у него кто-то есть, кто ему там поджуживает. Реально за ним человек, один человек стоит. Причем человек, ну я не могу сказать, что это человек, который прям его любит и ему помогает. Наоборот, этот какой-то вот человек, какой абьюзер, что ли, да, вот он кто-то ему вот прям, знаете, как за плечо держит, да, его поворачивает туда-сюда, что-то ему говорит, что может там против вас настраивает, может там, не знаю, друг какой против вас настраивает, может быть даже кто-то из его семьи. Кто-то вот постоянно подливает масло в огонь. Третий человек, который очень сильно влияет. Ваш мужчина говорит, я не хочу ссориться, я не хочу вот этих вот проблем, я хочу тихой, спокойной жизни, да, тихого, спокойного счастья. А она вот как с ума сошла. Вот она меня кусает и кусает, кусает и кусает. Я уже не выдерживаю. А ваша душа говорит, что нет, нет, мне не хватает любви, мне не хватает эмоций. Я пытаюсь любым способом его вывести на эту эмоцию. Даже вот иногда вы сами себе говорите вот подсознательно, зачем я там ему то сказала, да? Сами себя иногда не понимаете. Вот этот момент происходит. Так что, мои дорогие девочки, тут, конечно, коса на камень. Вот как хотите. Вы два очень сложных человека. Но то, что вы вдвоем страдаете, это точно. Ваши отношения, они по-любому кармические. Причем тут карма, ну, уже, я не знаю, какая-то ваша общая идет, да, не конкретно его, конкретно ваша, а вот уже тут наложилось, вы вдвоем реализуете карму, такое тоже бывает. Вы должны научиться, у вас одинаковые где-то задачи идут, причем у вас задачи посложнее будут, чем у него. С вашей стороны, тут, понимаете, более такие тонкие материи задеты, как вот эмоция, надрыв какой-то, да. И вы, если честно, вот задолбались, извините за слово, но я вот это вижу. Вам уже как бы ничего и не хочется. Настолько все у вас уже
достало вот это отношение, безрадостность, уважения нет, да, вот надежды как будто бы нету. И опять же таки, да, не за что держаться, да, не за что ухватиться и сказать, что вот все, за это я держусь, за это я буду там терпеть и жить. Вообще терпеть не стоит, ни ради чего, ни ради кого. Понимаете, терпение это не то чувство, которое должно объединять людей. Понимаете, не по терпению это все должно. Это потерпеть можно там, в больнице укол, когда вам делают, там можно потерпеть. Но так, чтобы в паре, в браке терпеть не стоит. С мужчиной то же самое. Мужчина очень высокого мнения о себе, очень высокого, такой, знаете, зазнайка прям, какой-то вот он такой любит, может быть, поговорить, там пуха накидать, то есть у него может это вот какая-то его ахиллесова пята, что он вот о себе много мнит и много говорит и думает. И ему, конечно, очень нравится, когда ему льстят, когда ему говорят, ой, ну ты такой классный, да ты такой крутой, да ты все можешь, все. Он прям аж плывет, тает, и вообще он прям такого человека готов сделать все. Что вам делать? Что вам делать? Какой выход видит ваша душа? Ну, ваша душа говорит о том, что мужчина должен поменяться, мужчина должен полностью пересмотреть свой образ жизни, он должен больше работать, больше зарабатывать, больше вкладываться в семью, больше времени проводить с вами, при этом быть более покладистым, помогать вам, быть добрым. Ну, понятно, да, все женские вот такие атрибуты. Вот этого просит ваша душа. Что говорит его душа? Его душа говорит, что нет, вы должны стать послушной, терпеливой, не агрессивной, знать свое место. Да, вот такие вот прям моменты идут. Ну, домострой какой-то. Будет ли он меняться ради вас? Да, будет. Да, будет, но не сразу. Это будет постепенный, поэтапный процесс, который займет, я даже скажу так, несколько лет. Что касается вас, то здесь мне кажется, что вы не выдержите. Вот знаете, мне почему-то по этому беску идет, что вы вот там без 5 минут готовы просто его выгнать из дома. Ну, настолько уже вас столбал и настолько сильно он вам уже надоел. Вот. А если выгоните, честно, жалеть будете, что он уйдет. Вот. Поэтому подумайте. Вам вот в песке идет такая рекомендация на время, либо куда-то вместе уехать, да, вот куда-нибудь на отдых, может быть, на дачу, куда-нибудь там к родственникам, да, чтобы вы вот отвлеклись от того быта, который вас уже задолбал и заел. Потому что я вижу, что он на работе упахивается, ваш мужчина, а результата нет, потому что он, недалекого ума, извините, но так, да, он там что заработает, любому там, кто у него там придет позычать, может дать займы, в семью уже как бы то, что останется. С вашей стороны, но у вас уже накипело, у вас уже настолько накипело, столько уже всего вы насобирали себе, что вы очень опасны, вы в любой момент можете взорваться. И здесь, конечно, бы хорошо бы было вам куда-нибудь поехать, уехать, расслабиться, как-то время вместе провести вот в спокойной обстановке. И чтобы там были, например, люди близкие, перед которыми бы вы не стали ругаться, да, перед которыми бы вы, наоборот, пытались там, искать пути соприкосновения и мириться. Либо хорошо бы было вам еще, прям так, знаете, хорошенечко поскандалить вдвоем, чтобы он вам все сказал и вы все сказали. И чтобы вот прям выговорились, да, устали и помирились. Вот это было бы хорошо. Вот. А на данный период времени пока, видите, как и вы обижены, и он обиженный. Примирение между вами будет? Конечно, будет. Вы помиритесь. Помиритесь вы вот буквально вот в течение недели, да, либо до конца недели, либо в течение недели вы помиритесь. И знаете, этот мир, вот этот первый мир будет, который пойдет на уступках. Он где-то что-то уступит, и вы где-то что-то уступите. И знаете, я вам советую вот научиться договариваться даже не с мужчиной, а сама с собой. Вам будет проще, потому что мужчина уже к этому пришел, а вы еще пока, мои дорогие, нет. И вот эти обиды, которые у вас сохранились, вы, если не можете сказать, если боитесь, пишите. Пишите, бумага все стерпит. Вам будет легче, если вы будете это все писать. Можете вот прям поставить его картинку, да, и на эту картинку все эти обиды рассказать, да, на его фотографию. Поверьте, вот это лучше, чем копить в себе, а потом взрываться. Мои милые, здесь над этими отношениями нужно работать. Вот поверьте, нужно работать, и это не просто так, это тяжелый труд. При желании все можно сделать. Все уже зависит от вас. Я, как от себя, да, вот как я вижу, я рекомендую вам где-то вот именно отдохнуть, побывать, как говорится, в другом мире, не в том, в котором вас бытовуха уже просто заела, а вот
расслабиться, да, где-то в другое место поехать и там хотя бы недельку, да, либо несколько дней пожить и отдохнуть. Вот так вот, мои дорогие. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.